Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о травмах, которые чаще всего получают дети в летнее время. Лето – долгожданная детская пора. Именно летом дети большую часть времени проводят на улице. Они достают роликовые коньки, велосипеды, скейты, играют на детских площадках. Но далеко не все детские забавы оказываются безопасными. Часто в компании детей находится ребенок, который может предложить небезопасную забаву. О том, какие травмы чаще встречаются у детей в летнее время, мы беседуем с заведующим травматологическим отделением бюджетного учреждения Канашский межтерриториальный медицинский центр Львом Олеговичем Табаковым. Здравствуйте, Лев Олегович. Здравствуйте, Елизавета Ивановна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, часто ли обращаются дети с травмами в летнее время? В летнее время травмы у детей в разы увеличиваются. На данный момент более 60% обращающихся к нам в травмпункт – это дети. Какая самая частая травма бывает у детей в летнее время? Самые частые травмы – это ссадины и ушибы. Ссадины – это обычный результат падения. Ссадиной называют небольшое, обычно неопасное механическое повреждение кожного покрова. Как правило, выражается в повреждении лишь верхних слоев кожи. Зачастую ссадины выглядят как просто содранная кожа. Подобные травмы кожи могут возникнуть во многих ситуациях. Распространенными являются ссадины на коленках. Повреждения на видимых местах могут стать временным косметическим дефектом. В некоторых случаях остаются шрамы. Кроме того, даже небольшое осаднение в кожных покровах может попасть инфекция, которая способна спровоцировать воспаление. Первая помощь при ссадинах включает в себя обработка растворами антисептиков. Обычно наложение повязки на осаднение не требуется. Если осаднение имеет обширную площадь, лучше всего наложить асептическую повязку. Ушиб – это закрытое повреждение мягких тканей. Как правило, при ушибе не происходит нарушение целостности тканей. Симптомы ушиба – это резкая боль в месте повреждения, отек, покраснение. В случае несильного ушиба боль стихает быстро, а на месте покраснения возникает кровоподтек, который в народе называют синяком. Кровоподтек возникает вследствие кровоизлияния, происшедшего в результате разрыва мелких капилляров. Боль после сильного ушиба более стойкая. Характер боли с течением времени меняется от резкой в начале до ноющей впоследствии. Среди ушибов наиболее настороженность должны иметь это ушиб грудной клетки и ушиб брюшной стенки. За ушибом может скрываться повреждение внутренних органов. Если произошел ушиб грудной клетки, брюшной полости или живота, симптомы ушиба могут быть довольно грозными. Такие признаки повреждения внутренних органов, как появление крови в моче, ослабление дыхания, возрастание боли, помутнение сознания, словом, все нарастающие, а не убывающие симптомы ушиба должны быть поводом немедленного обращения за медицинской помощью. Если произошел сильный ушиб головы с потерей сознания, сильный ушиб поясницы, живота и грудной клетки, помимо прикладывания холодного компресса, пострадавшего необходимо уложить и вызвать скорую помощь или своими силами доставить в травмпункт, стараясь по возможности обездвижить ушибленное место и соблюдать покой. Если ребенок ударился головой, к месту ушиба нужно приложить что-нибудь холодное. Обязательно нужно следить за состоянием ребенка. Если он заторможен, жалуется на головную боль и тошноту, обязательно вызывайте скорую помощь. В этом случае необходимо врачебное вмешательство, как минимум диагностика на предмет наличия внутричерепной гематомы. Первая помощь при ушибах. Если кожный покров целый, на место ушиба обычно прикладывают холод. Грелку со льдом, любой пакет из морозильника прикладывают только обернув полотенцем и сроком на 5-10 минут. Ушибленную руку-ногу нужно поднять повыше, во избежание отечности. Затем необходимая помощь при ушибе состоит в предоставлении покоя ушибленному месту.
Обезболивающие препараты лучше не применять, чтобы не пропустить ухудшение состояния. А какие еще травмы часто случаются в летнее время? Разрыв связок растяжения. Связка представляет собой анатомический элемент, обеспечивающий целостность сустава. То, что в обыденной речи мы называем растяжение связок, на самом деле представляет собой микроразрыв связочных волокон. Возможен и полный разрыв связки с фрагментом надкостницы. Чаще всего страдают наиболее активные и нагружаемые суставы. Это коленный, голеностопный, лучезапястный, плечевой и локтевой. Доминирующим симптомом при разрывах связок выступает интенсивная боль, отечность и гиперемия кожи за счет внутреннего кровоизлияния, а также ограничение функционирования сустава. Первая помощь. Проследите, чтобы ребенок не создавал нагрузку на пострадавшую конечность. Лучшее лекарство в такой ситуации – это холодный компресс и покой. Для ограничения подвижности пригодится эластичный бинт, чтобы закрепить конечность в неподвижном состоянии. Поврежденную часть тела можно слегка приподнять для лучшего оттока крови и уменьшения отека. Без рентгеновского снимка исключить перелом от растяжения сложно, поэтому ребенка должен осмотреть травматолог. Вывих – это полное смещение суставных концов костей относительно друг друга. Нередко происходит при падении ребенка и характеризуется нарушением обычных контуров суставов. При вывихе возможность движения в суставе резко ограничена. Изменяется форма конечности, она деформируется, укорачивается или удлиняется. Местные симптомы достаточно выражены: боль, отечность, гематома. У детей в возрасте около 2 лет чаще встречается подвывих лучевой кости в локтевом суставе, вывих от вытягивания. Он возникает, когда взрослый крепко держит малыша за руку, а ребенок вдруг оступился. При такой травме малыш плачет, щадит руку, держит ее вдоль тела. Перелом – это полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке. При переломе возникает боль, которая усиливается при движении конечности, при прикосновении. Деформации пораженной конечности, неестественные положения руки или ноги. Попытки привести конечность в физиологическое положение приводят к сильной боли. Отечность в месте перелома, который очень быстро нарастает. Синяк на пораженном участке. Первая помощь при переломах и вывихах заключается в том, чтобы зафиксировать конечность, используя шину или косыночную повязку. Ребенка с подозрением на травматический вывих или перелом необходимо как можно быстрее доставить в травмпункт. При вывихах и переломах ни в коем случае нельзя перемещать ребенка до фиксации конечности и иммобилизации. Просить пострадавшего перевернуться, встать, присесть. Попробовать самостоятельно изменить положение конечности. Пытаться вправить или совместить отломки. Прикладывать тепло, растирать, массажировать повреждения. А как же уберечь детей от травм? К сожалению, от травм не застрахован ни один ребенок. Так как энергии у детей очень много, они любознательны и активны. Чаще травмы получают дети, которые предоставлены сами себе. Залезают по деревьям, прыгают по гаражам. Если же родители детьми занимаются или у ребенка грамотно организован досуг, то травм у таких ребят значительно меньше. Поэтому уделяйте больше внимания детям, направляйте их энергию в нужное русло. Пусть дети посещают спортивные секции, всевозможные кружки по интересам. А если же случилась травма, куда нужно обращаться родителям с детьми? При серьезных травмах следует вызвать скорую помощь. Самостоятельно можно обратиться в травмпункт Канашского межтерриториального медицинского центра. В детской поликлинике также организован прием врача-травматолога. Спасибо, Лев Олегович, за интересный рассказ. Надеемся, что информация будет полезной для родителей. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких. Уделяйте больше внимания детям.